Добрый вечер, уважаемые зрители. Вы смотрите программу «Итоги дня» с Владом Давыдовым в прямом эфире. Сегодня в выпуске. Юрий Трутнев с рабочим визитом. Полпред президента на Дальнем Востоке прибыл в Якутию и посетил Нерюнгринский район. Оперштаб сообщает, за последние сутки в республике зарегистрировано 176 новых случаев коронавирусной инфекции. Скорая помощь для аэропорта и пригородных сел будет быстрее. В Якутске заработала новая подстанция скорой помощи. Спрос рождает предложение. В офисе «Моя работа в столице» проходит мини-ярмарка вакансий. В финале проект из Якутии в Туле подвели итоги всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Показ новой коллекции бренда ООО якутского дизайнера. В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week. В рамках рабочего визита в Нерюнгринский район вице-премьер правительства России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в сопровождении главы Якутии Айсана Николаева ознакомился с производственными мощностями первой очереди крупнейшего в России угольной шахты Инаглинская и горно-обогатительной фабрики Инаглинская-2. Как известно, ГОК Инаглинский ведет отработку запасов Чульмаканского и Верхнеталуминского каменноугольных месторождений. Общий объем инвестиций более 72 миллиардов рублей. При этом будет создано 4045 рабочих мест. К настоящему времени уже создано более 2500 рабочих мест. В поселках городского типа, расположенных в регионах Дальневосточного федерального округа, появятся современные центры культурного развития. Их строительство профинансируют из федерального бюджета. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Центры культурного развития – это новый формат досуговых учреждений для всей семьи. Там могут проходить выставки и кинопоказы, работать студии, кружки, выступать с гастролями могут артисты из других регионов России. От привычных домов культуры их отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства. За последние сутки в республике зарегистрировано 176 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб Якутии, из них 117 случаев в Якутске. В Нюрбинском районе 10 случаев заболевания, в Амгинском, Мегино-Кангаласском и Верхоянском районах по 5 случаев. Остальные зафиксированы практически во всех районах республики. Кроме того, подтверждено 2 летальных исхода. В лаборатории Якутии за сутки провели 5707 исследований на коронавирус. Сегодня в нашей республике нам необходимо понять на то, что постоянно находиться вот в таком состоянии ограничений в том числе для лиц пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, достаточно сложно. Поэтому наша задача сейчас создать все безопасные санитарные условия. Магазины наши должны быть безопасны, школы, театры, клубы, детские сады непосредственно безопасны для того, чтобы минимизировать именно распространение инфекции. Вирус, соответственно, сегодня существует, и наша задача, сделать все для того, чтобы минимизировать риски им заражения. В Мирнинском районе усилили контроль качества предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19. Все подробности у нашего корреспондента Марферины Алексеевой. Ежедневный контроль объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания мотивирует работодателей и сотрудников предприятий не расслабляться. Ношение масок и перчаток стало неотъемлемой частью рабочей формы. За один рейд в среднем выявляется 2 нарушителя. Самая распространенная халатность – отсутствие перчаток. Если в магазинах работники уже привыкли к этому атрибуту, то в парикмахерских к перчаткам только свыкаются. Помимо рейдов в районе активно ведется прививочная кампания против гриппа. В текущем сезоне ожидается увеличение заболеваемостью микс-инфекциями – грипп плюс COVID-19. Прививки от гриппа должны облегчить течение заболевания. Вакцинация взрослого населения проводится в 122-м кабинете с 8:30 до 14 часов в здании поликлиники. К сожалению, количество заболевших не уменьшается. В настоящее время в Мирнинской центральной районной больнице развернуто инфекционное отделение на 225 коек, в резерве еще 35 коек. В инфекционном отделении Айхальской городской больницы развернуто отделение на 30 коек и в резерве почти еще
100 коек. Выделены уже, можно назвать 5, 6, 7, даже, наверное, миллионов рублей на приобретение необходимого медицинского оборудования, в том числе и лекарств для лечения больных COVID-19. Чтобы обезопасить работников возрастом старше 65 лет, строго соблюдается указ главы республики. Так, к примеру, в политехническом лицее дистанционно преподают 3 педагога. Работа налажена. Для полного удобства к онлайн-урокам были назначены ассистенты. Учитель, когда ведет урок, все видит, весь класс. Даже что делает ребенок на парте, все видит хорошо. Из 446 классов района на карантине находится 35 классов. В этом случае наоборот. Учитель ведет урок, находясь в классе, а ребята осваивают предмет, не выходя из дома, соблюдая самоизоляцию. Вот выявляемых детей на утренней термометрии практически у нас не бывает. В очной форме работают 7850, вернее, учатся детей. А в дистанционном формате 675. В дополнительном образовании дистанционный режим работы позволил увеличить численность учащихся и дал возможность привлекать в качестве педагога высококвалифицированных специалистов с разных стран. Условия пандемии, они нас вывели на другой уровень. Прошла встреча с ученым-исследователем когнитивной робототехники и искусственного интеллекта из города Гамбург, Германия, это Бурхан Хавес. Мы собрались примерно где-то более 151 аккаунта. Все получили от этого какой-то кайф, можно так сказать. По всему району привлекаются дополнительные силы для борьбы с коронавирусом. Для работы в больницах приглашаются медики. А волонтерский штаб «Мы вместе» набирает добровольцев, готовых проявить поддержку пожилым и маломобильным гражданам. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. В Якутске заработала новая подстанция скорой помощи. Подразделение обслуживает только район аэропорта и все ближайшие поселки – Мархат, Улагина, Кангаласы, Маган, микрорайон Саталы и Жатай. 4 бригады подстанции будут посменно обслуживать порядка 72 тысяч человек. Репортаж Юлии Михайловой. Сегодня ездили на травму, ездили, бабушку увезли одну, стану плеча, перелом, похоже, и инсульт был. В последнее время очень часто вызывают медиков больные с температурой и кашлем. Да, если подозрение на коронавирус идет, температура, кашель, нужно обращаться в поликлинику, только через анализы, только через КТ, если там отдышка будет, конечно, нужно через поликлинику к участковому врачу. Но на такие вызовы вы не ездите? На такие вызовы попадаем. Все равно ездите? Попадаем, конечно. На такие вызовы к больным выезжают со всеми мерами предосторожности. Дождаться скорую в течение 20 минут стало реальностью для жителей самых отдаленных микрорайонов столицы, аэропорта, пригородных поселков и дачных участков. Быстрый приезд медиков очень важен в экстренных случаях. Такие как упал с высоты, без сознания, на улице травма, острые состояния, которые имеют угрозу для жизни человека. Это скоропомощные вызовы. Сердечно-сосудистые сюда входят? Сердечно-сосудистые, смотря какие, входят инфаркт, инсульт. Бригада скорой приедет быстро и к пациентам, у которых обострилось хроническое заболевание. Но те вызовы, которые терпят прихода врача из поликлиники, консультирует дежурный врач. Сейчас можете тогда обтирание сделать. И участкового вызвать. Лечение они назначают. В течение суток в скорую помощь поступает от 500 до 600 обращений. Больше всего больные просят о помощи с сердечно-сосудистыми недугами и заболеваниями дыхательной системы. Нередки случаи, связанные с различными травмами. Юлия Михайлова, Семен Семенов. Новости, Якутск. Оперштаб Ленского района принял решение провести 2-дневную санитарную обработку во всех школах. На этот период очные занятия отменены. Уроки идут дистанционно. А в школах в эти дни проходит тщательная дезинфекция всех помещений собственными силами коллектива, техперсонала, образовательных учреждений. Так, руководство школы номер 3 города Ленска полностью укомплектовало всем необходимым своих сотрудников. Санобработка пройдет в 2 этапа. Первый день уборка кабинетов, полностью дезинфицируют поверхности стен, подоконников, парт, стульев, полов. На второй день будут таким же образом обработаны коридоры, рекреации, фойе, входные двери и многое другое.
Если у ребенка есть вопросы, не подойти к нему нельзя, если он спрашивает, и сказать, что ты там соблюдай социальную дистанцию, ты ко мне не подходи на 1,5 метра. Но педагоги так не могут сказать, понимаете. Поэтому в любом случае контакты есть. Вот, учителя болеют. Я желаю им крепкого здоровья, дальнейшего выздоровления, потому что они у нас тоже сегодня наряду с медицинскими работниками находятся на очень серьезном боевом посту. Каждая школа пройдет такую уборку, в целях соблюдения норм санитарных, чтобы как-то нам с вами планово все-таки доучиться и выйти на каникулы 31 октября. Республика в 2021 году получит более 6 миллиардов рублей по национальному проекту образования, инициированному президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, по сравнению с 2020 годом, финансирование в сфере образования будет увеличено практически в 5 раз. Средства направят на организацию горячего питания учеников с 1 по 4 классы, вознаграждение за классное руководство, создание центров поддержки одаренных детей, создание новых мест в школах, также обновление материально-технической базы в селах и внедрение цифровой образовательной среды. Согласно поручению главы республики, Нерюнгринским оперштабом был рассмотрен вопрос продления осенних каникул в общеобразовательных учреждениях до 2 недель. По итогам мониторинга управления образования совместно с Роспотребнадзором и здравоохранением района выявлено, что значительных вспышек заболевания коронавирусной инфекцией среди детского населения не отмечается. На сегодняшний день в Нерюнгри зафиксировано 22 случая заболевших несовершеннолетних. В связи с этим принято решение оставить сроки проведения каникул согласно календарным графикам, которые были утверждены в каждом образовательном учреждении. Во время каникул школам будет рекомендовано проводить внеурочную деятельность. Мы знаем, что у нас год предстоит длинный учебный год, где также бывают у нас профилактические мероприятия, где приходилось нам по ОРВИ школы отправлять на карантинные мероприятия, на каникулы дополнительные. Поэтому все-таки не забываем о том, что главная задача любого образовательного учреждения – это, конечно же, прохождение образовательного стандарта. Поэтому каникулы, когда они будут необходимы, мы будем, конечно же, их количество увеличивать. К другим темам в Туле подвели итоги всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Главная цель – развитие внутреннего туризма, создание новых рабочих мест и поддержка малого и среднего бизнеса в регионах. Всего на конкурс прислали сотни заявок. В финальную часть попал и проект из Якутии. Все подробности у Максима Кардозу. Конкурс, который объединил всю страну. Почти 220 команд из 80 регионов представили на суд жюри свои заявки с презентацией туристско-рекреационных кластеров, которые в будущем можно превратить в настоящие центры экологического туризма, как для россиян, так и для гостей из других стран. Ведь во всем мире национальные парки привлекают миллионы туристов, а значит и инвестиции. А в России немало природных уникальных памятников. Правда, добираются до них единицы. Многие россияне, которые, к сожалению, на сегодняшний день гораздо лучше знают, как отдыхать в Турции, а на Камчатке или на Байкале или в других местах, знают, наконец, свою собственную страну с неповторимой красотой. Кто знает об этом, те это давно отмечают, в том числе и иностранцы. В число 36 финалистов конкурса попала и заявка от Якутии. Парк Ленские столбы боролся за звание лучшей в стране площадки для развития экотуризма. И мы уверены, что у Саха-Якутии огромный потенциал развития экологического туризма, потому что Ленские столбы – это, в общем-то, можно сказать, бренд региона. О том, что путешествовать по Якутии – это настоящее увлекательное приключение, не понаслышке знает Виктория Андреева. Каждый год она с семьей и друзьями отправляется в походы и сплавы по республике. И каждый раз открывает для себя новые грани неповторимой красоты нашей северной природы. Меня безумно радует, что именно это лето 2020 показало широкой аудитории, насколько круто ходить в походы в Якутии. Не нужно никуда ездить, и нельзя было, ладно. Но что вот у нас под боком такая красота. У нас под боком просто, не знаю, аттракцион. Аттракцион впечатлений, где есть звезды, рыбалка, походы, сплавы, велопоходы,
пешие походы, на моторках, на плавсредствах, на коняшках, все что угодно. Появились даже воздушные шары. В список 10 победителей якутская заявка не попала. Но организаторы конкурса из Агентства стратегических инициатив готовы сотрудничать с нашей республикой. Причем в продвижении не только экологического туризма, но и промышленного. Это направление сейчас набирает все большую популярность. А эксперты уверены, посмотреть, как добывают алмазы или уголь, готовы тысячи людей во всем мире. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Сейчас короткая пауза. Продолжим через 1 минуту. Оставайтесь с нами, смотрите далее. Спрос рождает предложение. В офисе «Моя работа» в Якутске проходит мини-ярмарка вакансий. Показ новой коллекции бренда ООО якутского дизайнера. В Москве открыли модную неделю Mercedes-Benz Fashion Week. В конце о погоде. Что прогнозируют синоптики на день завтрашний? Это программа «Итоги дня» на канале Якутия-24. Мы продолжаем выпуск. Найти работу по специальности или бесплатно обучиться новой профессии – все это можно сделать через офис «Моя работа» в столице. В период ограничительных мер офис работает в дистанционном режиме и в формате онлайн. Ежедневно специалисты офиса готовы проконсультировать и помочь в подборе работы по телефонам или на общедоступных площадках через интернет. Все подробности у Александра Хавренко. Вирус COVID-19 ударил не только по здоровью россиян, но и нанес значительный ущерб экономике страны в целом. Многие предприятия закрылись и были вынуждены уволить своих работников. И сейчас перед государством стоит задача не допустить повторного локдауна и помочь людям сохранить или найти новые рабочие места. Конечно, сейчас, когда деловые связи, ритм работы предприятий проходят испытания на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем. Я напомню, у нас уже наработан опыт поддержки крупнейших системообразующих предприятий страны, ключевых отраслей отечественной экономики. В Якутске помощь в поиске работы оказывает офис «Моя работа». Сейчас офис работает в режиме онлайн, и каждый желающий найти работу может подать свое резюме, а работодатели обращаться в поисках новых кадров. Также в офисе идет запись на бесплатное обучение по самым востребованным на сегодняшний день профессиям. Наши граждане могут получить государственные услуги через офис «Моя работа», такие как пройти профессиональное обучение на бесплатной основе. В данное время у нас идет набор в строительной сфере. Здесь у нас идет обучение по таким профессиям, как машинист бульдозера фронтальный, водители категории БНС, электросварщики ручной дуговой сварки, а также могут переобучиться на стройщика, слесаря по ремонту автомобилей. Подать свое резюме и найти новую работу можно через портал Госуслуги или через сайт «Работа в России». Также здесь можно найти все актуальные вакансии и подобрать работу по специальности или по душе. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. В России составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке. Таковыми, по мнению сервиса по подбору персонала, являются программисты, аналитики, веб-дизайнеры, верстальщики интернет-страниц. Герою нашего следующего сюжета режим дистанционной работы не знаком, он Марк Шейдер. Провести съемку горных выработок дома невозможно. Сюжет Ирины Балковой. Наряд заданий получено, фейс-контроль пройден. Шахтеры готовятся к спуску. Игорь Вашко руководит участком очистных работ, где и идет добыча руды. Начинал с самых низов, поэтому профессию свою знает с изнанки. Процесс добычи рассчитан по секундам. Если где-то происходит сбой, процесс останавливается и все начинается сначала. Игорь четко контролирует регламент и качество выполнения работ на всех переделах. Ни минутки свободного времени. Даже интервью дает, направляясь на другой горизонт. Профессия действительно довольно-таки опасная. Как вы уже успели заметить, на руднике очень большой автопарк самоходной техники. Это начиная от погрузочно-доставочных машин, заканчивая самоходным буровым оборудованием. Вся эта техника движется, соответственно, она создает опасность для людей, которые находятся рядом. Кроме твердости характера и силы духа, необходима решительность. И работа в подземке воспитала в нем это качество.
Кирилл Новиков знает о возможной опасности, но все равно идет на работу с удовольствием. Он управляет погрузочно-доставочной машиной. Кирилл – представитель целой династии горняков. Все свое детство слышал от деда и отца рассказы про людей, работающих в шахте. Поэтому сила духа, твердость характера, необходимые шахтеру, ковались уже с раннего возраста. Первый свой спуск в шахту помнит отчетливо. Тогда его нисколько не испугали глубина, длинные темные тоннели, замкнутое пространство. К этому он был готов. Впечатлило другое. Когда я первый раз спустился в шахту, конечно, впечатления были такие, как такая машина вообще ездит здесь, как она помещается, как возможно вообще управлять таким большим самосвалом. Поднимаясь на гараж, шахтеры молчат. Кто-то от усталости, кто-то анализирует свой рабочий день, а кто-то уже мысленно дома, где его ждут. А завтра все сначала. Находясь рядом с этими сильными и мужественными людьми, хочется невольно опереться на их плечо и зарядиться бесстрашием. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Проходит стартап-экспедиция Б8 – всероссийское мероприятие по поиску и поддержке перспективных технологических проектов. Участвовать в конкурсе могут стартапы, малые и средние, инновационные компании с MVP и готовыми решениями, развивающиеся технологические компании и предприятия. Миссия стартап-экспедиции Б8 – создание новой экономики, где драйвером развития бизнеса выступают инновации. Всего подано 152 заявки из 40 городов России и ближнего зарубежья. Далее команда профессионалов и экспертов с участием представителей партнеров произведут отбор проектов и команд для участия в онлайн-питчинге. Победители смогут реализовать свой проект на базе компаний-партнеров или получить другое выгодное предложение. Синоптики прогнозируют порывистый ветер в ряде районов Якутии 23 октября. В Вилюйской группе районов, а также в Ленском, Мирнинском, Оленёкском районах ожидается усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду. Днем в Жиганском, Кобяйском районах до 19-24 метров в секунду, местами метели. В Оленёкском, Мирнинском районах снег, днем местами сильный. В связи с этими прогнозами Главное управление МЧС России по Якутии рекомендует населению соблюдать правила безопасности и рекомендации. При ЧС следует обратиться в единый номер экстренных служб 112 или 101. Спускаемый пилотируемый аппарат космического корабля «Союз МС-16» с 3 участниками 63 долговременной экспедиции Международной космической станции на борту приземлился в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган в четверг. Астронавт НАСА и командир экспедиции Кристофер Кэссиди, также космонавты Роскосмоса Иван Вагнер и Анатолий Иванишин после приземления были доставлены на вертолете в Караганду. Оттуда Кэссиди направится в Хьюстон в США, а российские космонавты вернутся в звездный городок, где проведут несколько недель в центре после полетной реабилитации под наблюдением врачей. В рамках своей миссии, которая длилась 196 дней, космонавты совершили 3136 оборотов вокруг Земли, преодолев 133 миллиона километров. В Москве открылась модная неделя Mercedes-Benz Fashion Week. Из-за пандемии коронавируса показы этого сезона из манежа перенесли на индивидуальные площадки с онлайн-трансляциями. Там будет показ новой коллекции бренда «Ого» якутского дизайнера. Сюжет Туяры Константиновой из Москвы. Международным событием в области моды называют Mercedes-Benz Fashion Week в России. Показы первой цифровой недели моды освещают более 1000 изданий из 56 стран мира. Новая ковидная реальность дала возможность экспериментировать с форматом недели моды. В этом сезоне показ новой коллекции бренда «Ого» якутского дизайнера Марии Савиной поддерживала онлайн-активность в соцсетях по всему миру в режиме реального времени. В своей новой коллекции я исследовала цифровое кочевничество с точки зрения утери культурных корней, когда человек ассимилируется и перестает думать о том, откуда он произошел, какие у него корни. Он превращается в человека мира, такого без истории какой-то. И я хотела в своей коллекции это исследовать и показать, что традиционная культура, она может вплетаться в современность и быть более такой современной, и она, не перестает развиваться.
В новой коллекции «Ого» Мария Савина напоминает о проблеме загрязнения окружающей среды через эстетику севера и ретро-футуризма. Я посещаю Mercedes-Benz уже в 3 раз. И мне кажется, что с каждым годом коллекция «Ого» просто дает самый настоящий урок. Очень понравилось то, что много элементов национальной якутской культуры. Все это сопровождается минималистичными образами в светлых оттенках. Сейчас минимализм именно является в тренде по всей индустрии моды. Это мне безумно понравилось. И все это сопровождается сложными фактурами в одежде. Скажите, пожалуйста, это можно носить? Конечно, можно носить. Потому что, вот видите, что вещь сама по себе характерная по фактуре, но именно из-за того, что светлые оттенки, более такие спокойные, приземленные, поэтому мне кажется, что такие вещи можно носить, выделяться и, конечно же, привнести в свой повседневный гардероб. Марка «Ого» призывает к пересмотру культуры потребления. В коллекции использованы винтажные материалы, остатки тканей из прошлых коллекций, визуализируя, насколько много отходов производит даже небольшое производство и как можно пересмотреть подходы к моде прет-а-порте. Также в этой коллекции я использовала технику апсайклинг, когда берешь какие-то старые вещи, старые ткани. Я ездила, искала на барахолках какие-то скатерти, какие-то ковры и делала из них новые вещи, то есть давала жизнь старым вещам. И я хотела показать, что можно производить меньше мусора, так как на данном этапе нашего развития это важно переходить к каким-то более осознанному потреблению и, в принципе, думать об экологии. Первая виртуальная неделя моды объединила дизайнеров из 6 географических точек – Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Джакарты и Якутска. Свои коллекции представят не только российские бренды, но и модельеры из Аргентины, Великобритании, Перу и США. Туяр Константинова, Джур Березкин, Константин Сыромятников, Москва. Таковы итоги дня сегодня. Корреспонденты Якутии-24 следят за развитием событий. Берегите свое здоровье, носите маски.